нельзя трогать эту территорию. Возьмите чуть подальше, где есть голое поле, и стройте, что вы хотите. У нас чистейшие ягоды, грибы, у нас здесь и животные водятся, и люди ходят по лесам, и дети растут. Нам некуда больше деться. Все те сбережения, которые мы сюда вкладывали за 20 лет, это все у нас просто заберут в одночасье. В которых люди не знают ездить в Минск работать. Есть Фанипель, Дзержинск, Смиловичи. Можно там... Да. Делайте так, чтобы использовать ту инфраструктуру и стройте там. Никто вам не запрещает. Понимаете? Те, которые чиновники сегодня приедут, их дома отсюда не сносят, правильно? Да, не в том, что ходим по лесу до сих пор воронки, до сих пор траншеи. Хороший пример «Горизонт». Как только китайцы стали учредителями одной из компаний «Медиа Горизонт», из 3000 человек, работающих на «Горизонте», осталось только 250 за 2 года. Ну, за кстати, 2 года же по этому проекту люди были были просто сокращены, кто-то уволен, кому-то контракты не продлены. Ну, все понятно. Вот, «Горизонт» — это ясный, яркий пример того, что происходит сейчас со всей республикой. Если я свою квартиру продал дважды, меня считали мошенником, посадили в тюрьму. Вот наше правительство продало нам эту землю, это наша земля. И сейчас ее продают еще раз. Вот в правительстве все мошенники сидят, их место в тюрьме. Понимаете? Вот и все. Спасибо. Достаточно. Да. Да. Спасибо. Обманули нас. Обманули. На нас нажилось государство. Земля-то продали, наша, мы ее сначала купили. дали, потом продали, а теперь забирают. Я вам выдержку прочитаю. Вот, пожалуйста, официальный сайт, можете его заснять. Вот адрес. Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации. И написано все, по эскизы есть. Здесь говорится о том, что мы все попадаем под выселение. То есть попадаем в зону отчуждения. Это так называется капитал. Вначале, мол, дай мне свой проект, свои идеи, разрабатывай, а потом говорит, вот тебе. Это и есть американская культура. Это издевательство вообще, не только над человеком, а вообще над нашей всей страной, над нашим населением. Что это такое? Не считаться ни с чем, не ставить ни во что. Втихаря полетали год назад на вертолете, сейчас нарисовали планы. Теперь он выступает председателем, потому что испугался. Потому что люди идут, и люди не будут молчать. Если мы сдадимся, это пойдет по всей стране. Беззаконие везде. И здесь, в частности, в полной мере происходит. И нам нельзя сдаваться ни при каких обстоятельствах, потому что это каждого коснется. Завтра придут к любому другому и скажут, так, уматывай отсюда, мы тебе 3 рубля дадим, потому что здесь очередной там кореец, китаец, Хуйвен-Бин, кто там, я не знаю, будет поселяться. Это произвол. И я считаю, что любой административный работник, вот до президента, обязан нас защищать в первую очередь и наши интересы слушать, потому что мы его выбирали. Вот при разработке генерального плана мы, да, проведем общественные слушания по этому вопросу. И я вам гарантирую, да, это везде так.